Привет, дорогие! Меня зовут Лиля, я консультант по поступлению в зарубежные вузы, и на этом канале я рассказываю про различные возможности обучения за рубежом. Мне постоянно пишут разные ребята с интересом к тому, как все-таки поступить, да, как обучаться в странах Европы, в Азии, в США, но почему-то постоянно всем кажется, что это либо архисложно, либо это доступно, каким-то очень богатым ребятам или олимпиадникам. Но на самом деле все гораздо проще, возможности они ближе, чем кажутся, они доступнее, чем кажется, просто нужно правильно заняться всем этим процессом поступления. Именно поэтому я сегодня снимаю этот супер полезнейший алгоритм по поступлению, и в нем мы с вами разберем все от момента выбора страны до получения заветного оффера и финансирования. Я сама поступала, я сейчас живу и учусь в Италии на полном гранте, и также каждый год я помогаю десяткам студентам поступить в лучшие вузы мира, поэтому я буквально из первых рук знаю весь процесс и буду очень рада с вами им сегодня поделиться. Наверное, самый базовый момент, с которого точно стоит начинать, это отнестись честно к себе, да, честно спросить себя, а зачем мне поступление за рубеж, какова причина? Потому что здесь причины у всех разные, на самом деле, да. Кто-то переезжает для того, чтобы быть ближе к родственникам, кто-то переезжает именно ради эмиграции как таковой, и учеба там прямо сильная не нужна. Кто-то, конечно же, переезжает ради того, чтобы учиться, ради какой-то научной карьеры, это совсем другой разговор. Ну и кто-то просто хочет попробовать себя в новом месте, в новой стране, вообще в новых обстоятельствах, да, и исходя уже из этого опыта, что-то дальше думать и планировать в своей жизни. Так что разберитесь для начала с этим, да, составьте для себя такой список приоритетов, для чего на самом деле вам нужно это обучение и что в нем для вас важно. Следующий пункт — это, конечно же, выбор страны, и очень многие его недооценивают, поступают в страны, о которых просто когда-то слышали, или там попадались какие-то прикольные тиктоки, пожалуйста, не поступайте так, но на самом деле это тоже очень важный пункт, да, и здесь можно к выбору страны относиться абсолютно по-разному. Например, можно выбирать страну, исходя из того, что вы в ней когда-то уже были, да, и она вам нравится, эта страна. Следующий пункт, да, из чего можно вообще выбирать, это можно выбирать по климатическим каким-то вопросам. Вот вы хотите жить в тепле или хотите жить в холоде, вам вообще что окей, да, может быть у вас есть какие-то аллергии, где-то вы точно не сможете жить, да. Следующий пункт — это, конечно же, стоимость жизни, сможете ли вы ее потянуть, сможете ли вы как-то себе организовать, не знаю, работу на удаленке, или вам обязательно нужна стипендия. Следующий пункт — это, конечно, качество жизни, без этого никуда, качество жизни, качество еды, да, на что вы согласны, с чем вы согласны мириться, с чем вы не согласны. Ну и, конечно, по развитию именно вашей научной среды, да, по развитию ваших каких-то дальнейших карьерных перспектив. Это тоже стоит учитывать заранее и не ехать в ту страну, где ваша область, например, она еще только начинает развиваться или вообще находится в стагнации. Я от себя могу сказать, что по показателям, вообще по популярности стран среди моих поступающих, да, всех поступающих запросов, это, конечно же, у нас такие страны всем известные: США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Швеция, Швейцария, ну и в том числе Азия, да, Китай, Южная Корея, может быть, еще Сингапур и разные страны уже менее популярные. Все эти страны отличаются друг от друга по огромному количеству параметров, да, от климата до качества жизни, до стоимости жизни, стоимости образования, поэтому если вы сейчас понимаете, что информации слишком много и что собрать это все в единую кучу, прямо совсем-совсем сложно, вам нужна помощь, приходите ко мне на вводную консультацию. На ней мы детально разберем именно ваш кейс, да, что нужно делать, с чего начинать, подберем вам идеальную страну, идеальную программу, которая вам подойдет по всем параметрам, да, и вместе составим детальный план подготовки от начала и до получения оффера. Если вам это актуально, пишите мне в Telegram или в WhatsApp, все ссылочки будут внизу. Следующий момент, всем советую, очень многие пропускают этот пункт: изучите информацию об образовании этой страны на официальном сайте Министерства образования или какой-то образовательной инициативы. У каждой страны чаще всего есть этот сайт, то есть, например, в случае с США это у нас будет College Board, в случае с Италией это у нас будет University Italy, в случае с Францией это у нас
будет Campus France, а в Германии это будет у нас DAAD, в Венгрии Stipendium Hungaricum, ну и так далее и тому подобное. Вот именно на этих сайтах очень часто есть вся нужная информация, да, вообще о том, с чего вам начать и что действительно будет важно. Бонусом на этих сайтах очень часто прописаны разные государственные стипендии, о которых, например, на сайтах университетов может не писать. Если вы пропустите этот шаг, то вы вообще просто потеряете такую классную возможность. Обязательно изучите требования конкретной страны к вашему диплому, да, к количеству лет образования, потому что в некоторых странах, например, образование школьное, оно будет не 11 лет, как мы с вами привыкли, а может быть 12, может быть бакалавриат 3 года, а не 4. Так что изучите этот пункт заранее, да, чтобы вам, не опростоволоситься и не податься на программу, где вас, может быть, вы и приняли, но вы не подходите по какому-то такому очень специфическому параметру. Следующий пункт, это, конечно же, вот из всего того множества мы уже с вами определились со страной, да, с какими-то возможностями основными, и мы подбираем себе программы обучения. В Европе чаще всего мы подбираем, где-то 5-7 конкретных программ в университетах в одной или в 2 странах, да, то, что вам больше всего понравилось. В США всегда я советую подбирать 10 и больше разных программ, чтобы у вас было больше шансов. В США все-таки конкуренция у нас повыше. А более того, всегда не выбираем только топовый вариант. Даже если вы уверены в себе, да, и вы знаете, что у вас супер крутой профиль, перестрахуйтесь на всякий случай, выберите себе, например, 3 супер крутые программы и 3 средние программы, на которые и вы согласны, да, и которые вас вероятнее всего возьмут. Таким образом, вы не потеряете целый год подготовки просто из-за такого неправильного распределения приоритетов. Я всегда всем советую сделать такую детальную табличку, в которой вы прописываете и страну, и программу, и университет, конкретные требования по поступлению, особенности этой программы, да, требования по документам для поступления, и также все стипендии, дедлайны, обязательно не забываем, и application fee, это стоимость подачи заявки в конкретный университет. Чаще всего это какая-то небольшая сумма, допустим, там 10, 30, 50 долларов. В редких случаях бывает подороже, но это скорее исключение. Следующий момент, наверное, не менее важный, я бы сказала, даже иногда более важный, да, это качественно изучите возможности финансирования. Постелите себе соломку в этом случае, да, если у вас есть действительно такая нужда. Вообще финансирование в Европе, в странах Азии, в том числе и в США, оно достаточно распространено для иностранных студентов, и делится оно всего на 2 варианта. Это у нас стипендии по финансовой ситуации, по финансовому достатку студента, это будет у нас need-based, и стипендии, соответственно, по вашим заслугам, они будут называться merit-based. Вы можете иногда даже комбинировать эти 2 стипендии, и, соответственно, ваша задача просто заранее их все найти и на них податься. У каждой страны чаще всего есть обязательно своя какая-то такая основная стипендия, то есть в случае с США это у нас Fulbright, в Германии это у нас DAAD, они дают гранты на абсолютно разные уровни образования и разные цели. В Италии это тоже большой набор таких государственных стипендий, конечно же, всеми любимая стипендия по финансам DSU, стипендия также Invest Your Talent и стипендия Medici. Так что здесь прямо на выбор варианты у нас, да. Во Франции это будет у нас, конечно же, стипендия Eiffel и также стипендия правительства Франции. Так что изучите этот вопрос заранее, подстелите себе соломку, и всегда старайтесь сделать прямо целую систему с этими поступлениями, да, и подачей на стипендии. Я, например, когда подаю своих студентов на поступление в Италию, мы всегда с ними делаем очень интересную стратегическую штуку. Сначала мы подаем документы в сам университет, дальше мы подаемся сразу на университетскую стипендию, чаще всего они merit-based по вашим заслугам, и дальше мы подаемся сначала на стипендию Medici, тоже по заслугам. И в конце, если ни одна из этих стипендий не была получена, мы уже подаемся с ними на стипендию DSU. Таким образом, никто у нас точно не остается без оффера и без хорошего финансирования. Также вы можете ознакомиться с базовым списком стипендий на сайте Study Portals. У них есть разные уровни на бакалавриат, на магистратуру, на докторатуру. Вот у них тоже очень много полезной информации. Друзья, всех поступающих я приглашаю в свой телеграм-канал по поступлению. Я веду его уже более 4 лет, и в нем я детально разбираю все важные аспекты, да, будь то подготовку к языковым экзаменам, делаю подборки классных программ на английском языке для поступления, делаю обзоры стран, университетов, и также рассказываю про кейсы моих поступивших и что же им помогло, собственно, получить заветный оффер. Поэтому подписывайтесь, буду ждать вас в комментариях. Следующий важный пункт — это, конечно же, определиться и подготовиться к языковым экзаменам. Языковые экзамены есть почти везде, да, и
если вы планируете обучение на английском, это чаще всего вообще 3 экзамена. Это TOEFL, IELTS и Duolingo. Собственно, разница у них, достаточно существенная. Я вот здесь вам выведу супер полезную таблицу. TOEFL чаще всего принимают в Америке, его можно сдать онлайн, это очень важно. IELTS больше такой европейский вариант, его можно сдать только вживую. Ну и Duolingo — это такой современный вариантик, который появился буквально недавно, и его принимают, по сути, везде, просто, я бы сказала так, менее охотно, да, как экстренный вариант он подходит, но лучше всегда готовить что-то более серьезное. Если же у вас программа на каком-то локальном языке, например, там на французском, на немецком, на сербском, на польском, всегда тоже есть какие-то вступительные экзамены языковые, уже такие более внутренние, изучайте списки экзаменов, которые принимают в этой стране. Ну и можно иногда попросить заменить языковой экзамен на интервью. Тоже занимайтесь этим вопросом заранее, спрашивайте приемную комиссию, потому что чаще всего все-таки приемная комиссия идет навстречу. И это такой очень тоже классный вариант. В какой-то момент у вас будет примерно 1 миллион вкладок, да, с университетами, с программами, со стипендиями. Ничего не переживайте, все хорошо, вы на правильном пути, оно так и должно быть для вашего успешного поступления, поэтому продолжайте. Дальше мы, конечно же, готовим уже список документов для поступления. Для начала мы готовим мотивационное письмо. Я сразу вам скажу, это очень частая ошибка, которую постоянно кто-то у меня делает из моих поступающих. Мотивационное письмо — это не резюме, это не его копия, а просто в формате рассказа, да, это разные вещи, поэтому если вам актуально, пишите в комментарии, я сниму видео о том, как написать действительно качественное мотивационное письмо, как они вообще отличаются, а у разных стран свои стандарты. Ну и что же нужно там написать, чтобы вас точно взяли. Следующий документ — это, конечно, 1-2 рекомендательных письма. Здесь я советую вам посмотреть заранее, просто потому что не на всех программах их требуют. Да, на бакалавриат очень редко, все понимают, что вы еще только вышли из школы. На магистратуру, на докторантуру почти всегда. И в этом плане тоже нужно заранее договориться, как вы понимаете, там со своим научным руководителем, с каким-нибудь преподавателем, с лектором, чтобы он вам это все написал. Иногда они ленятся, да, то есть они говорят: да, окей, мы напишем, только давай напишешь ты, а мы просто подпишем. Вот, так что это тоже лучше выяснить заранее. Далее мы с вами готовим школьный или же университетский диплом, мы на него ставим апостиль, а дальше мы его переводим либо на английский, либо на локальный язык страны, там дальше нужно, возможно, нотариально его заверить, этот перевод, либо легализовать, в общем, тоже изучайте этот момент. Мы готовим резюме, если поступаем в Европу, то это Европас, если в США, то там другой формат. Ну и также могут иногда спросить какие-то дополнительные документы, это может быть, как пример, портфолио, если вы поступаете на какую-нибудь творческую специальность, или еще какие-то дополнительные рекомендации с места работы, если вы поступаете, например, на какие-нибудь международные отношения или в бизнес, где связи очень важны. Так что тоже заранее это все смотрите, чтобы не оплошать. Ну и подаем заявку. Заявка подается либо через сайт университета, либо через какую-нибудь национальную платформу, в случае, например, Швеции. Заявка, как я уже говорила ранее, будет платной, и за нее потребуют какую-то небольшую стоимость. Если вам нужно будет оплатить такую заявку, но у вас, например, нету европейской карты, вы можете обратиться ко мне, посмотрите, у меня на сайте есть отдельная услуга как раз-таки в помощи с оплатами зарубежных экзаменов, да, вступительных, и также вот таких вот подач заявок. Когда же стоит начинать подготовку? В идеале, минимум за год-полтора. Большинство экзаменов начинается у нас либо осенью, вообще прямо сентября, либо зимой, весной, поэтому нужно быть готовыми вот уже буквально за несколько месяцев до этого. Дальше, если вы планируете все сильно заранее, я вас поздравляю, вы молодцы, но обязательно проверьте, да, если вы будете сдавать языковые экзамены, сколько эти ваши экзамены валидны. То есть, например, в случае с TOEFL или IELTS они обычно действуют 2 года. Соответственно, когда вы их будете сдавать, пожалуйста, сверьтесь со своим календариком поступления, с дедлайнами подач программ, чтобы не было такого, что вы сдали экзамен, а он, прямо за месяц до дедлайна просрочился, просто потому что очень рано. Это тоже очень многие ребята у нас упускают. А дедлайны каких-то документов и рекомендаций, они обычно размытые, то есть вы готовите в своем каком-то спокойном режиме. Ну и еще раз говорю, что некоторые дедлайны подачи могут быть за год до начала обучения. То есть, например,
Если вы хотите поступить в сентябре 2027 года, первые дедлайны на стипендии могут быть в сентябре 2026 года. Пожалуйста, не игнорируйте этот момент. В разных странах это работает по-разному. И поступление за рубеж, оно всегда должно быть сильно заранее, в том числе из-за визы. Друзья, надеюсь, это видео вам было полезным. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я с огромной радостью на все отвечу. Также, если вы хотите, чтобы я сняла какой-то более детальный обзор каких-то моментов поступления, или обзор на страны, или вот, как я уже говорила, обзор того, как лучше написать мотивационное письмо, тоже все пишите. Я с радостью обработаю ваш фидбэк и буду снимать полезные видео. Также, если вы понимаете, что весь процесс поступления очень сложный, а это правда, я не буду от вас это скрывать, и вам нужна помощь в поступлении, вы хотите, чтобы этот процесс с вами прошел кто-то вместе, у меня есть варианты по сопровождению поступления. От сопровождения до оффера до сопровождения под ключ. Это когда мы с вами вместе поступаем в университет, получаем стипендию и переезжаем. Это прям такой максимально удобный формат. Если вас интересует такая помощь, то записывайтесь ко мне на вводную консультацию. Мы в любом случае начинаем работать с нее. На ней мы с вами познакомимся и детально разберем ваш кейс. Заявки я принимаю также у себя в Телеграме или в WhatsApp. Пишите. Ну что, до следующего видео. Всем пока-пока.